Здравствуйте, в эфире выпуск новостей. В ближайшее время с вами я, Анастасия Маслова. Смотрите сегодня. Более 70 участников из разных регионов страны. В Туве начала работу универсальная выставка-ярмарка «Тыва-Экспо-2017. Весна». За мужество при спасении людей полицейских республики наградил глава МВД России Владимир Колокольцев. День призывника. Новобранцы отправились на службу в Вооруженные силы России. О событиях подробнее. В Туве открылась 17-я межрегиональная выставка «Тыва-Экспо-2017. Весна», которая ежегодно собирает предпринимателей из соседних регионов, а также дает возможность заявить о себе начинающих предпринимателей. В этом году ярмарка-выставка собрала более 70 участников, которые предоставляют вниманию жителей и гостей города большой ассортимент различных товаров. Тыва-Экспо уже в 17-й раз принимает новых и уже знакомых для жителей и гостей столицы предпринимателей. На торжественном открытии первый заместитель главы правительства Аргана Нацак отметила, что ярмарка с каждым годом набирает обороты. И в этом году к ней присоединились и предприниматели из Москвы. Я надеюсь, что эта деловая площадка будет способствовать укреплению брендов Республики Тыва. Еще раз хочу поздравить с Днем предпринимательства. Спасибо. Выставка состоит из 3 разделов промышленной продукции, включающей разработки в сфере строительной индустрии, энергетики и ЖКХ, потребительских товаров и продуктов питания. Так, одной из ярких площадок ярмарки стал местный бренд травы Тувы. За 2 года он набрал популярность среди жителей республики и за ее пределами. Вниманию жителей были предоставлены чаи разных сортов и из разных целебных трав. Есть сборы и травы, фитосборы лечебные, серия для похудения. Очень спросом пользуется у нас чай Макс Плюс. Люди уже интересуются, привыкают к повседневным чаям нашим. Иван-чай, зеленый чай, тоже местное производство. Все. Кроме того, производители представили вниманию покупателей косметические средства. Ну а хитом продаж стало новое мыло крем-суфле, которое производится только в Туве. В составе растительные масла. И если добавляются лесные ягоды, то отвар ягод обязательно же добавляется. Если ледяной монстр, у нас есть 2 серии, ягодный взрыв и ледяной монстр. В ледяной монстр добавляется мята, ментоловый блудбриз. Также внимание посетителей привлекла площадка Центра по производству национальной продукции. Начинал центр с тувинского мороженого, который состоит из кисломолочных продуктов. А сегодня в наличии уже есть тувинские завтраки и сладости. Продукция пользуется большим спросом, говорит технолог центра. Идея проста, признается она. Все новое – это хорошо забытое старое. Испокон веков наши предки все-таки питались злаками молочной продукции. Поэтому наша идея была в том, чтобы создать именно такой продукт, который в наше современное время современный человек мог сразу, скажем так, употребить. В сфере строительной индустрии среди всех выделились молодые предприниматели, которые изготавливают так называемые кирпичи Лего. Хирел Сад – один из инициаторов создания их у нас в республике. Много экспериментировали, пробовали, из какой глины будут крепче всего кирпичи. И в конце концов нашли самый оптимальный вариант. А материал берем здесь. Красную глину берем с 9-го километра, а остальной песок из карьера вот в этом. В Кохеме. Подобные ярмарки-выставки – отличная возможность для самореализации начинающих предпринимателей. Стоит отметить, что главным аспектом Тыва-Экспо является встреча специалистов, переговоры и обсуждение проектов сотрудничества. Чинчи Самбуга, РС Хавалы, телекомпания «Новый век». И в продолжении темы в фойе спорткомплекса имени Ивана Ерыгина можно получить консультацию по ведению предпринимательской деятельности. С сегодняшнего дня и по 28 мая с 10 до 15 часов в рамках Всероссийской недели предпринимательства бизнес-инкубатор организует открытые консультации контролирующих органов. Более 10 организаций будут давать консультации предпринимателям во время проведения выставки ярмарки Тыва-Экспо-2017. Полученная информация поможет начинающему предпринимателю организовать свой бизнес наиболее эффективно путем развития, действующему предпринимателю увеличить свою прибыль, а также способствует плодотворному сотрудничеству с контролирующими органами. Ограничения на продажу спиртного, введенные властями Тувы, оказались одними из самых мягких в России. К такому выводу пришли эксперты Общественной палаты страны, составившие своего рода рейтинг регионов по степени строгости вводимых ими запретов в сфере торговли алкоголем. В качестве примера самых решительных подходов к снижению допустимости алкопродукции для населения аналитики приводят Якутию, Дагестан, Чечню, Забайкалье и Чукотку. Тува, как выяснилось, проигрывает им по времени запрета на свободную продажу горячительных напитков. Если здесь
здесь торговать вином и водкой нельзя с 19 до 11 часов, то в Якутии, скажем, сухой период длится с 20 до 14 часов или на 2 часа больше. Якутские предприниматели, недовольны установленными порядками, пытались даже опротестовать их в суде, но безуспешно. Напомним, в Туве одним из инициаторов большинства ограничений на продажу алкоголя является глава региона Шалбан Караул. Его поддерживают общественники республики и трудовые коллективы. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 7 копеек, а евро 63 рубля 1 копейку. Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил государственные и ведомственные награды за мужество при спасении людей сотрудникам территориальных органов внутренних дел. 11 полицейских из разных регионов России, рискуя собственной жизнью, спасли тех, кто оказался перед лицом смертельной опасности. В огне пожара, в ледяной воде замерзающей реки или на рельсах перед приближающимся поездом. Среди награжденных и сотрудники полиции Тувы. Кто они и за какой героический поступок тувинские стражи порядка получили высокую оценку руководства страны, и МВД России расскажет Чинчик Ашпакол. За спасение погибавших, за доблесть в службе, за смелость во имя спасения. Такими медалями были награждены 11 полицейских разных регионов России. Среди стражей правопорядка самые разные специалисты – следователи, кинологи, инспекторы ГИБДД и участковые. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отметил, что они показали пример настоящего героизма, бесстрашия и верности долгу. Высокой нравственной мотивации. В экстремальных ситуациях, когда возникла угроза жизни людей, награжденные действовали смело, решительно, несмотря на разные должности, звания, возраст. Всех объединяет важнейшие качества – неравнодушие и самоотверженность. Убежден, что, обладая ими, вы будете добиваться хороших результатов и в своей повседневной работе, как делали это до сих пор. В рядах героев, спасших чужие жизни, 2 сотрудника полиции Улухемского района Тувы. Это старший оперативник РС Манзыркчи и участковый Айдын Хувалых. Оба награждены государственными медалями за спасение погибавших. Все произошло 19 декабря 2015 года, когда около 2 часов ночи в дежурную часть полиции Улухемского района поступило сообщение о том, что в реку Енисей под лед провалился автомобиль, в салоне которой находились несколько человек. На место происшествия незамедлительно направилась оперативная группа. Оперативно дежурно узнал сотовый номер тех, которые звонили в дежурную часть, после чего с ней созвонились, и мы выехали на место. Приехали, значит, на место происшествия. Машину оставили на берегу, так как здесь лед находился. Далее увидели утонувшую машину, примерно где-то вот здесь. Она утонула, фары еще горели из-под воды. Начали с фонарями искать. Слышали крик девушки. По следам обнаружили парня, который замерзший, лежал на льду. У первого парня было шоковое состояние, ничего не понимал. Позже стало известно, что компания молодых людей пыталась переехать на другой берег реки, однако лед не выдержал и провалился, в результате чего все оказались в воде. Я премного благодарен сотрудникам полиции, которые приехали к нам на помощь и вытащили нас, спасли. До Шаганара бы мы точно не дошли, замерзли бы. Прибывшие на место происшествия медики, обследовав пострадавших, никаких серьезных травм не зафиксировали. Двоим из пострадавших была оказана первая медицинская помощь. У одной девушки было общее переохлаждение организма. У молодого человека также диагностировано шоковое состояние и переохлаждение организма. Если бы не была оказана своевременная медицинская помощь, могли наступить печальные последствия. Сами полицейские свой поступок героическим не считают. Говорят, что это их работа. В тот момент они просто выполняли свой служебный долг. В то время для нас было самое главное – спасти людей. Дорога была каждая секунда. Защита граждан, здоровья и жизни – это наша первая повседневная работа. Главное отличие профессии полицейского – это риск, готовность к действиям в условиях смертельной опасности. И если бы не мужество стражей порядка из Улухема, эта история могла бы закончиться печально. Чинчик Ашпакол, Илья Сапун, телекомпания «Новый век». Сделаем паузу на рекламу, а после нее продолжим.
Наверное, нет ни одной женщины, которая бы не улыбнулась, глядя на подаренный ей букет роз. Цветочный магазин «Мне розы» предлагает великолепные композиции из нежнейших эквадорских роз всего за 120 рублей. Мы принимаем оплату любым удобным для вас способом. И самое главное, мы единственный магазин цветов в городе, который работает круглосуточно. Ваша женщина достойна жить в гармонии с красотой. И наша миссия – быть вам в этом полезным. Сейчас же дополнительное время! Вот именно. В гипермаркетах РБТ.ру сейчас дополнительное время. Только с 25 на 26 мая. С 19:00 до часу ночи. Ночная распродажа в салонах РБТ.ру. А цены-то как в интернете. Еженедельник Тува ТВ совместно с редакцией телеканала «Новый век» и радиостанцией «Голос Азии» объявляют конкурс детского рисунка «Тува глазами детей». Приглашаем всех маленьких жителей Тувы проявить свои таланты. Нарисуйте, какой вы видите родную республику. Конкурс продлится до 31 мая 2017 года. 3 главных победителя будут объявлены 1 июня в программе «Новости» на телеканале ТНТ Кызыл. Приносите свои работы по адресу улица Кочетова, дом 35, 5-й этаж, офис 512. Это выпуск новостей, мы снова в эфире. Традиционно в конце мая в Туве отмечают День призывника. В столице торжественное мероприятие с участием будущих солдат состоялось в Республиканской филармонии имени Валерия Халилова. С напутственными словами к ним обратились представители военного комиссариата, ветераны боевых действий и руководство республики. Приказ на прохождение воинской службы подписан. 35 уже военнослужащих отправятся служить в сухопутные войска и военно-воздушные силы в Мурманск. Сейчас мы уже перевалили рубеж более 100 человек, призывали за республику. Наряд 600 с лишним. Я думаю, что выполним. Идет призыв нормально, планово. Весной немножко тяжелее, потому что ребята учатся, пока не закончат учебные заведения. Естественно, мы их призывать не будем. Не было еще случая, чтобы республика сорвала призыв. Я думаю, и не будет. Сотрудники ТВА-Энерго проводят уроки электробезопасности в школах Тувы. Энергетики с педагогами разъясняют детям правила поведения вблизи трансформаторных подстанций и линий электропередачи. Накануне летних каникул особое внимание уделяют предупреждению опасных игр на энергообъектах. Большая часть школ республики, это более 100 учреждений, находится в зоне обслуживания ТВА-Энерго. Поэтому провожать учеников на безопасные каникулы – многолетняя традиция сотрудников компании. На одном из таких уроков безопасности в 8-й Кызылской школе побывала и наша съемочная группа. Берегите детей. Летом, когда у детей много свободного времени и зачастую меньше контроля со стороны родителей, увеличивается риск электротравматизма. Какие правила нужно знать и соблюдать вблизи энергообъектов, чтобы не попасть под удар электротока? В последнюю неделю учебного года энергетики подробно рассказывают на уроках и 5-минутках безопасности. Сегодня занятия провели в 8-й Кызыльской школе в 3 А-классе. Главная цель урока – сформировать у ребят культуру безопасного обращения с электричеством, тем самым сохранить свое здоровье. Урок начался с просмотра мультфильма об электробезопасности. Но опасность все же есть, я скажу вам честно. Провод и электрощит не хватай рукою. Обойди-ка ты его лучше стороною, не запихивая в резетку пальцы, гвозди или ветки. Детям очень понравился мультфильм. Все в один голос твердят, что знают о технике безопасности. Также ребятам позволили почувствовать себя настоящим энергетиком. Примерили диэлектрические перчатки, боты и каску. Я видела лежащий провод и не подходила к нему, потому что я знала, что он может ударить током. Я сама не подходила, взрослых позвала. Из мультика я поняла, что нельзя в розетку совать пальцы или еще какие-нибудь железячки. Сотрудники ТВА-Энерго уверены, лишь общими усилиями общественных организаций, преподавателей и родителей можно добиться отсутствия случаев травматизма на объектах электросетевого комплекса.
Если все-таки случилось такое, что ребенок стал свидетелем того, что провода оборванные валяются на земле, либо случайно в ходе игры мяч попал на трансформаторную подстанцию, то убедительная просьба таким деткам, чтобы сами ни в коем случае не проникали на энергообъекты, а просили взрослых достать тот же самый мяч. Как рассказала руководитель пресс-службы АО «ТВ-Энерго» Евгения Данилина, компания провела ряд технических мероприятий, чтобы обезопасить детей от несчастных случаев на энергообъектах и предотвратить проникновение посторонних на производственные территории. Все электроустановки оснащены предупреждающими знаками, ограждены и заперты на замок. Сотрудники АО «ТВ-Энерго» подарили каждому ребенку на память о встрече полезный подарок от энергетиков – тематическую закладку, магнитик и расписание уроков. Диана Баймбус и Вероника Катина, телекомпания «Новый век». Далее новости короткой строкой. С 25 мая в связи с миграцией перелетных птиц на территории Тувы начнется очередной мониторинг популяции диких птиц на выявление наличия возбудителей вирусов особо опасных болезней. Мониторинг охватит территории российского участка озер Упсанур-Аюрского района и Терехоль-Рзинского района, а также озера Белая, Белелих, Кислая и пойма реки Уюк Пихемского района. Госдума приняла в окончательном чтении пакет законопроектов, направленных на открытость, прозрачность избирательного процесса. В частности, одобрила отмену открепительных удостоверений, которые привязывали к месту голосования. Теперь проголосовать станет возможно по месту фактического пребывания, а в список избирателей граждане будут включаться на основании личного заявления. 30 мая в Национальном театре состоится памятный вечер, посвященный Кангаролу Андару. Цель мероприятия – почтить память о великом музыканте и собрать средства для создания памятника самому народному хюмейши Тувы. В программе вечера песни, которые в разные годы исполнял Кангарол Андар. Министр здравоохранения Тувы озвучил сведения о результатах анкетирования, проведенного в рамках межведомственной работы по популяризации здорового образа жизни. По результатам анкетирования населения 58% респондентов ведут здоровый образ жизни и физически активны. Всего опрошено 1779 респондентов. Наибольшее количество лиц с наличием факторов риска заболеваний регистрируется в Дзунхемческом, Барунхемческом, Тандынском и Кызылском районах. К числу самых здоровых относятся Байдайгинский, Терехольский, Лухемский, Чахольский, Пихемский и Судхольский районы. 29 мая на стадионе пятилетия Советской Тувы состоится городской физкультурно-оздоровительный фестиваль «ДРОС» среди воспитанников детских садов Кызыла. Мероприятие посвящено Дню защиты детей. Фестиваль состоит из 3 этапов. В мероприятии участвуют ребятишки 5-7 лет. В команде 5 мальчиков и 4 девочки. Программа фестиваля «ДРОС» состоит из 2 конкурсов – интеллектуального и спортивного. Самое время узнать о погоде на ближайшие сутки. В Кызыле ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. Ветер 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 705 миллиметров ртутного столба. На этом все. Если что-то пропустили, ищите выпуск новостей также на YouTube-канале Тувинская единая служба информации. А в 20:00 смотрите очередную серию фильма «Маргарита Назарова». Спасибо за внимание. До свидания.